Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение, уважаемые телезрители. Очень часто люди задаются вопросом, что заставляет людей исповедовать религию. Мне самому не раз доводилось быть свидетелем того, что люди недоуменно спрашивают, почему молодые, красивые, образованные девушки одевают хиджаб? Что заставляет успешного бизнесмена отвлекаться от дел и ежедневно исполнять пятикратную молитву? Почему люди в жаркую летнюю погоду изнуряют себя длинным 30-дневным постом? И сегодня хотелось бы поговорить именно на эту тему. Действительно, религия — это то, что всегда будет присутствовать в нашей жизни. Недавний тоталитарный, кошмарный эксперимент, который проводился в нашей стране в советское время по созданию универсального советского человека, и провал этого эксперимента показывает, что религия неистребима. Вера всегда будет жить в наших сердцах. И почему это происходит? Во-первых, религия помогает человеку ответить на самый главный, на самый фундаментальный вопрос его жизни. Кто я? Почему я появился на этой земле? Куда я уйду? В чем смысл и предназначение моей жизни? Человек благодаря вере соприкасается с самой глубинной, самой фундаментальной природой, с тем, что в религии именуется Богом. Помимо этой главной причины, есть и другие обстоятельства, которые людей приводят в нашем современном обществе, приводят к религии. Сегодня мы живем в информационную эпоху, которая подарила нам массу комфортабельных условий для жизни. Но вместе с тем человек в современном мире все больше и больше превращается в раба кредитов, в раба карьеры и в раба безудержно меняющихся технологий. Человек выворачивается наизнанку для того, чтобы успеть заплатить очередной платеж по кредиту. Фирмы находятся в жесточайшей конкурентной борьбе, а люди внутри этих фирм также вынуждены конкурировать между собой за проекты, за должности, за те или иные направления в деятельности. И в итоге человек выворачивается наизнанку, он живет в экстравертном режиме, и у него все меньше и меньше остается времени для того, чтобы быть рядом со своими близкими, для того, чтобы подарить тепло своим родным, своим детям, своей семье. У современного человека нет времени для того, чтобы взять в руки томик поэзии, насладиться высоким искусством, для того, чтобы остановиться и хотя бы на минутку поразмыслить над смыслом своей жизни, вдуматься в основу бытия. Человек полностью вывернут наизнанку. Он, как белка в колесе, находится в социальной погоне за очередными благами, за очередными социальными достижениями и медальками, которыми мы так себя тешим. И многие люди начинают от этого уставать. Начинают уставать от информационного перенасыщения, которым страдает сегодня каждый человек. Информации столько, что человек уже не успевает в ней ориентироваться. Выход новой версии операционной системы Windows уже не приносит той радости, которая сопряжена с открытием новых возможностей. Люди воспринимают это событие с огорчением. Теперь придется переустанавливать компьютер, придется менять все его программное обеспечение. Люди со слезами на глазах прощаются с очередным сотовым телефоном, потому что ему придется покупать новый и заново вникать в его новые функции, в его новый дизайн и в его новые опции. Человек перенасыщен, человек устал. И находятся люди, которые говорят: хватит, я хочу жить, я хочу отказаться от этой гонки. Я хочу находить время для своих близких, для родных. И многие люди видят выход из этой гонки в том, чтобы обратиться для кого-то кажущиеся консервативные формы религии. Человек, именно религия, именно исповедание непонятных, иррациональных с точки зрения современной логики вещей, это и есть то «хватит», которое люди говорят современному потребительскому обществу. Бесперспективность, я бы даже сказал, губительность ценностей современного потребительского общества все более осознается не только среди простых людей, но и среди сильных мира сего, во властных структурах. Все больше растет понимание того,
что наше безудержное потребление, толкающее на то, чтобы в семье появлялся второй, третий автомобиль, потребление, которое заставляет нас обзаводиться вторым сотовым телефоном, оно ставит под угрозу жизнь на этой земле, потому что мы высасываем все ресурсы из планеты, мы истощаем ее до критически опасного состояния. Мы экологически доводим нашу Землю до того, что не оставляем никаких перспектив для будущих потомков. И сегодня понимание того, что что-то ненормально в нашем обществе, что потребительство — это не есть благо, а есть опасность, опасность, которая грозит вообще жизни на Земле. Понимание этого все более и более возрастает среди людей. И первыми, кто понял это, первыми, кто это осознал, и стали религиозные люди, которые не играют в потребительские игры, которые исповедуют свои ценности, которые живут по тем заповедям, которые им остались от их предков и предписываются их религией. Поэтому проявление религиозного консерватизма, которое мы наблюдаем на улицах наших городов, когда мы видим девушек в хиджабах, видим людей с молитвенными ковриками под мышкой, это не только индивидуальный выбор человека, но это объективный ответ общества тем процессам, которые происходят. И этот ответ должен сказать каждый из нас в той или иной форме. Мир вам, милость Всевышнего и Его благословения.